Тема повышения возраста выхода на пенсию из обсуждений переходит в реальность. Сегодня в Госдуме рассматривали законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. За повышение пенсионного возраста на пленарном заседании проголосовали 327 депутатов, против 102. Воздержался 1. Второе чтение, к которому депутаты подготовят поправки, состоится осенью. Жаридат Халухоева с подробностями. Члены трехсторонней комиссии Общественной палаты, Ассоциация предпринимателей и профсоюзов развернули в Госдуме широкое общественное обсуждение законопроекта. Параллельно с этим шла экспертная дискуссия. Все понимают важность документа. Это, по сути дела, сохранение пенсионной системы в нашей стране. Это ситуация, когда мы восстанавливаем реальную пенсию, выплачиваем ее реально утратившим трудоспособность людям, и на нее реально можно будет прожить. Для этого нужно сделать первый очень важный шаг. Юридически признать в законе то, что признала уже сама жизнь. Возраст трудоспособности в нашей стране, как и во всем мире, увеличился. Свое заключение о законопроекте перед первым чтением дали парламентские комитеты. Все они поддержали изменения в пенсионное законодательство. В Комитете по охране здоровья говорили о сохранении досрочной пенсии для отдельных категорий медработников. Что касается сохранения досрочных пенсий для медицинских работников и за выслугу лет, это 25 лет стажа на селе, 30 лет в городе. И то, что касается так называемых списков 1 и 2, это рентгенологи, рентгенолаборанты, коллеги, которые занимаются и имеют риски заражения инфекционными заболеваниями. Свое слово сказали и регионы. Отзывы поступили из законодательных собраний 79 субъектов Федерации. Все положительные. Напомним, что изменения в пенсионное законодательство инициировало правительство. Поправки предусматривают поэтапное повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин до 63. Для этого предусмотрен переходный период до 2034 года с ежегодным увеличением пенсионного возраста на 1 год. Мы должны думать о тех еще, кто сегодня заканчивает школу. И поэтому пенсионная система должна выстраиваться не на 10-15 лет, она должна выстраиваться минимум на 50 лет. Потому что тот, кто сегодня заканчивает школу, должен знать и должен думать, куда пойти учиться, как он будет работать, какую пенсию он получит, когда он перестанет работать. Эксперты обращают внимание на сложившийся дисбаланс. Продолжительность жизни растет. В прошлом году, согласно статистике, превысила 72 года. При этом доля работающих россиян снижается. Если в 1970-м на каждого пенсионера приходилось почти 4 работника, то сейчас в 2 раза меньше. По словам министра труда и социальной защиты Российской Федерации Максима Топилина, он сегодня представлял законопроект в Думе. Главная задача предлагаемых изменений – увеличение уровня жизни пенсионеров. Законопроект, его принятие позволит нам обеспечить, начиная с 2019 года, увеличение пенсий неработающим пенсионерам в среднем на 1000 рублей в среднегодовом исчислении. Это 12 тысяч рублей в год. Это означает, что индексация, реальная индексация пенсий произойдет, и это будет означать, что пенсии будут проиндексированы темпами более чем в 2 раза выше инфляции. Такого не было никогда в истории Российской Федерации. Чтение первое – это базовые установки, концепция. Его содержательная часть будет обсуждаться во втором чтении с учетом предложенных поправок и уточнений уже в осеннюю сессию. Жаридат Халухоева, Новости 24.